Итак, прежде всего я хочу поприветствовать всех вас, кто слушает эти учения. В особенности я хочу поприветствовать монахов и монахинь в монастырях в Индии, Непале, Бутане, а также всех своих друзей в центрах Дharma и всех, кто смотрит эти учения по интернету. И начиная с сегодняшнего дня, на протяжении следующих 4 дней, я буду говорить о буддизме. Эти учения, летние учения в этом году, изначально должны были посвящены истокам тайной мантры. Однако я воспользовался этой возможностью для того, чтобы рассказать об истории Древней Индии и истории буддизма. И поэтому на протяжении всех предыдущих дней мы говорили в основном об истории Индии и об истории брахманической, ведической религии. И начиная с сегодняшнего дня мы остановимся и посвятим себя именно теме буддизма. И сначала я расскажу о датах жизни. Я расскажу о датах жизни Будды позже. Однако похоже, что жил он примерно в конце VI века до нашей эры. Примерно в это время, в конце VI века до нашей эры, родился Будда. И благодаря его рождению в Индии произошли большие изменения в религиозной жизни. До этого раньше в Древней Индии была довольно большая степень свободы в развитии исследований духовной традиции, в том, что касается духовной традиции, изложенной в Упанишадах, и в том числе, к примеру, женщины свободно участвовали в философских дебатах. И, однако, в основном целью философских дебатов были интеллектуальные поиски, и многие люди вовлекались в этот род активности для того, чтобы прославиться. И в результате очень многие зародили ложные воззрения. И в то время были люди, которые действительно чистосердечно интересовались основополагающими вопросами философии. И несмотря на то, что такие люди были, и те, кто заботился о внутренних аспектах традиции, большая часть последователей брахманической традиции, они цеплялись лишь за внешние аспекты, и их не волновались по поводу внутреннего наполнения. И поэтому люди на всех уровнях общества
наблюдали упадок духовной традиции. И хотя все уважали традицию прошлого, так как, к примеру, мы уважаем посуду, которую использовали наши родители, к примеру, если есть чашка, из которой пил наш отец и дедушка, то это считается семейной реликвией и уважается. Однако, тем не менее, люди начали задаваться вопросом, а является ли эта традиция чистой? Точно так же, как кто-то может спросить, а является ли эта старая чашка чистой, и может ли она удержать в себе жидкость? И в результате такого духовного упадка в брахманической традиции наблюдался даже упадок в вере людей. То есть люди теряли веру в связи с этими происшествиями, это в связи с этим духовным упадком. И людей в основном отталкивало это цепляние за внешнюю и недостаток внимания к внутренним аспектам. Поэтому в то время созрело желание, стремление людей к обновлению, стремление найти новую, живую религию. И это обосновывалось тем, что старая религия приходила в все больший упадок, и люди не чувствовали вдохновения следовать ей. Они искали новое наполнение. Они хотели практиковать внутренний смысл, и они имели такое сильное стремление и надежду, что такая новая религия появится. Кроме того, было еще одно измерение того времени, которое заключалось в том, что каста брахманов становилась все более и более сильной и почиталась как боги, и не использовали свою власть для разных целей, что создавало много трудностей другим группам населения. Кастовая система была очень неподвижной, очень жесткой. Как мы уже говорили, для кастовой системы не было каких-то реальных обоснований и причин, и сила и могущество касты брахманов, она возросла скорее незаконным путем. То есть брахманы просто сосредоточили власть в своих руках. И то, как они относились к наинизшей касте шудр, становилось все более жестоким, а каста шудр все больше подавлялась. И брахманы постепенно Брахман стал символом того, кто не обладал образованием, либо умением, и тем не менее его жадность была такой большой, что даже выпив весь океан, он не мог утолить свою жажду, и голод его был таким большим, что даже съев целую гору, он не мог утолить свой голод. И шудры, их не только не уважали, их не ценили в обществе. Именно так выродилось отношение к ним. Однако шудры было, в свою очередь, довольно открытое мышление и понимание, и они понимали, что они приносили большой вклад в развитие общества, что они были необходимым, важным элементом общества.
Однако, несмотря на это, к ним относились несправедливо, и хотя они были необходимы для общества, исполняли работу, которую никто другой не хотел исполнять, их подавляли и ущемляли. И их ущемляли не только их права, их законные права, но также к ним относились жестоко. И это подавление и ущемление было еще более жестким, чем ранее. То есть к ним относились плохо. И это было общество, в котором отсутствовало равенство. Появился Будда, наделенный великой любящей добротой и состраданием. И он очень сочувствовал тому положению, в котором находились шудры, всему этому ущемлению и подавлению. Он видел их неблагоприятное положение. Он видел, каким ущемлением они поддавались со стороны брахмана. И это, похоже, сильно трогало его. И он изучил все религии, философские системы, которые существовали в Индии в то время. И он изучал их для того, чтобы понять, были ли эти религии полезными, содержали ли они какие-то истинные воззрения. Он, похоже, отнесся к этому очень серьезно. Кроме того, он считал, что независимо от того, какой касте принадлежал человек, был ли это брахман, либо шудра, любой человек может очистить загрязнение в своем естестве и обрести освобождение. Любое существо может обрести освобождение. Таким образом, он открыл буддизм для всех людей, поскольку он говорил, что любой человек может следовать по духовному пути и достичь освобождения. Поэтому буддизм, он открыл двери всем людям. Кроме того, в буддистских учениях очень большое место занимает любящая доброта и сострадание. И поэтому устремления людей и учения Будды, они совпадали, они совпали, они очень хорошо подходили друг к другу. И поэтому столько люди последовали за Буддой. И в особенности в буддизме, в буддийских сообществах тепло приветствовали вайши и шудры. Также выходцы из касты кшатриев нашли прибежище в буддизме. И поэтому похоже, что буддизм, как говорится в тибетской пословице, стал великим тигром, либо великим Гарудой, который взлетел в небо, расправив свои крылья, и в результате стал одной из главнейших религий в мире. И именно поэтому важно понимать, в чем история буддизма, почему люди сопротивлялись буддизму, либо наоборот открыто воспринимали буддизм. Это связано с социальным положением того времени. Следующее, о чем я хочу говорить, это история жизни Будды.
Прежде всего, я хочу показать вам один слайд. Первое. Нужно понять, что такое семья, род, который принадлежал Будда. Говорится, что Будда родился в семье Шакьев, и название его клана — это Гаутама. Гаутама на санскрите означает «великий бык». Лучший бык, лучший корова. То есть высший бык, первейший среди быков. Это то, как мы можем понимать слово Гаутама. И его звали Сиддхартха, тогда как его отца звали Шудадана, а его мать звали Майя. Его тетю звали Праджапати, которая сыграла важную роль. И он родился в Лумбине, а столица того государства, где он родился, была в Капилавасту. И перед тем, как я расскажу о жизни Будды, я хочу рассказать вам о важных людях в жизни Будды. Нет нужды объяснять, что основателем буддизма является Будда. И все исследователи буддизма, они согласны в этом, что основателем буддизма является Будда, которого зовут Будда Шакьямуни. И поэтому последователями Будды называются буддистами. На санскрите мы можем назвать это Будданта. Однако на тибетском мы говорим «нампа», что значит «тот, кто внутри». И нампа либо тот, кто смотрит изнутри, либо тот, кто внутри. Это то, как мы означаем буддистов. То есть себя мы называем тот, кто внутри, а всех небуддистов мы называем тех, кто снаружи. И поэтому последователи Будды на тибетском можно называться буддисты, сангьепа, либо те, кто внутри, гампа. И слово Будда в мире стало каким-то особенным словом, которое соединено именно с Буддой Шакьямуни. Однако само слово Будда в Древней Индии использовалось не только последователями Будды Шакьямуни. В прошлый раз я рассказывал вам о джайнизме. И джайны также используют слово Будда, понятие Будды. И они говорят, что есть 45 мудрецов, 45 риши, и всех их они называют Буддами. Говорится, что они не будут перерождаться снова в сансаре. Также мы называем Будду Бхагаваном, владыкой. То, что на тибетском называется Чамденды. Также мы называем Будду Архатом, Драчомпом на тибетском. И все эти термины, эпитеты также используют джайны в джайнизме.
Однако основатель джайнизма звался Махавирой, и если мы переведем его имя с санскрита на русский, то это можно перевести как великий герой Махавира. И он обычно был известен как Джина, либо победитель. И поскольку он звался Джиной, то его учение стало известно как Джайна, либо Джайниз. Именно потому, что сам Махавира звался Джиной, либо победителем, победоносным. И хотя мы также используем этот эпитет Джина по отношению к Будде, в особенности в Махаяне, в контексте Великой Колесницы Махаяны, мы называем Будду победоносным Джиной, но скорее, либо чаще всего, мы зовем Будду Буддой. И поэтому вслед за этим та духовная традиция, которую он основал, называется буддизмом. И обычно в буддизме утверждается, что есть много Будды, которые появились в прошлом, Будды, которые будут появляться в будущем. Однако тот Будда, который считается учителем нашего времени, тот, кто основал учение для нас, он известен как Будда Шакьямуни. И Будда Шакьямуни — это его имя собственное. Это имя Будды нашего времени. И были другие Будды, которых мы называем другими именами. Однако Шакьямуни считается особым именем именно этого Будды. Почему Будда зовется Шакьямуни? Потому что он был великим существом, который принадлежал к роду Шакьев, либо этнической группе Шакьев. И внутри этой этнической группы, либо рода Шакьев, клан, в котором он родился, назывался Гаутама. И поэтому Будда также зовет себя по имени своего клана, как Будда Гаутама. Гаутама — название его клана, а Будда — это то имя, по которым он больше всего известен. И в северной традиции буддизма мы также называем его Будда Шакьямуни чаще, чем Будда Гаутама. Итак, он родился в роду Шакьев. Что же такое этот род Шакьев? Можно сказать, этническая группа Шакьев. Где они жили? Кто были эти люди? Итак, взгляните на карту на слайде. Где они жили? В рамках современной географии они жили в Индии. Это была небольшая группа людей, небольшое племя, можно сказать. И они жили на земле, столица, которая называлась Капилавасту. То, что на тибетском мы называем Сиркеджон. Вот здесь находится Капилавасту на карте. И причина, почему этот город назывался Капилавасту, почему эти люди называли Шаки, есть много объяснений этому.
Одна из самых известных буддийских поэтов, который воспевал жизнь Будды, называется Ашвагоши, и он создал поэму по имени Сундарананда, красивый Нанда. И в этой поэме говорится, что Шакьи были потомками царя по имени Икшваку. И говорится, что у этого царя было много сыновей, и начался конфликт между его министрами. В результате ему пришлось отправить всех своих сыновей в лес. И в этом лесу было много деревьев, которые назывались шака. Это один из видов деревьев. Я пытался понять, что это за дерево. Тем не менее, говорится, что это вид деревьев, и эти сыновья, они провели долгое время в этом лесу, и поэтому стали известны по имени рода этих деревьев Шакья. Также в этой поэме красивый Нанда объясняется, почему Капилавасту называется именно так. Говорится, что основатель философской школы Самки, о которой я говорил, по имени Капила, жил именно в этом месте. И сыновья Шакьи, они стали учениками Капилы. И затем, когда Капила умер, они назвали свой город в его честь Капилавасту. И во времена Будды кто был правителем в Капилавасту? Это был царь Шудана. И это отец Будды. Рядом с Капилавасту был город Девадаху, в котором правил Шакья Супа Будда. И говорится, что эти два правителя, они были друзьями и союзниками. Также говорится, что лидеры Шакьев избирались в силу своего возраста и качеств. И они правили, как они были правителями, избранными правителями. У Шакьев была политическая независимость. То есть у них была политическая независимость, но были ли они полностью независимым царством? Они не были полностью независимым царством, потому что в то время в Северной Индии было очень могущественное государство под названием Косала. И Косала была действительно очень могущественной и влиятельной, и у них не было выбора, как стать вассалами Косалы. Где была Косала? Вот здесь, где я показываю, здесь находилась Косала. Это было очень могущественное государство, и она прямо на границе с землями Шакьев. Поэтому Шакьи были вассалами Косалы. И тем не менее, хотя они были вассалами, они обладали свободой в самоуправлении, и также и государство процветало. И говорится, что среди всех кланов, либо всех родов, которые населяли Косалу, Шакьи были одними из самыми процветающими.
Правитель Косалы того времени звался Прасенаджит, и его главным столицей, главным городом было Шравасти. И говорится, что этот царь Прасенаджит, он был очень искусным правителем. И регион, на который распространялась его власть, был действительно обширным. И поэтому земли Шакьев, они были со всех сторон окружены землями, в которых правил Прасенаджит. На юг от Косалы находилось другое могущественное государство. Это Магада. Здесь вы видите Магада, Магадха. Она была на юге от Косалы. Правителем Магады того времени был царь Бимбисара, а столица его называлась Раджагриха. То есть Бимбисара жил в Раджагрихе. На восток от Косалы находилось царство под названием Анга. И столица Анги называлась Чампака. И царь-правитель Анги жил в Чампаке. И вокруг также было еще несколько других малых царств. Если у меня будет время, я расскажу об этом в один из дней. И сейчас я хочу рассказать о роде Будды. Как я уже говорил, Будда принадлежал к роду Шакьев. И какова же была принадлежность к касте? В какую касту входила семья Будды? Возможно, что они были кшатриями. Однако, так обычно говорится, но на самом деле это не так уж достоверно. Почему? Потому что похоже, что среди шакьев не было кастовых различий. Они не различали кшатриев, брахманов и так далее. Также преимущественно шакьи были фермерами. Они занимались сельским хозяйством и выращивали рис. И поэтому нету оснований говорить, что они были кшатриями, поскольку кшатрии не занимались земледелием. А были ли они ариями? Это также не так очевидно, что они были ариями. Возможно, они принадлежали какой-то азиатской этнической группе. А откуда пришла эта этническая группа? Трудно дать ответ на этот вопрос. Современные исследователи посвятили много времени, чтобы понять, откуда пришла эта этническая группа. Это довольно сложный, запутанный вопрос, поэтому давайте не будем говорить об этом сегодня. Сами они описывали свое происхождение от царя Икшваку. Я рассказывал вам о Сурья-вамше, клане Солнца. То есть они принадлежали к клану Солнца. Это разделение на солнечный клан Сурья-вамша и Чандра-вамша, лунный клан, является очень важным. И в Индии все почитали
этот солнечный клан Сурьявамша. Какая же линия, какова линия Шакьев? Есть много разногласий по этому поводу. И источник, на который я могу опереться, чтобы объяснить это Абхинишкрама сутра. Есть такая сутра на тибетском, но сейчас я опираюсь на китайский перевод этой сутры. В ней говорится о том, в ней говорится о линии Шакьев. И еще есть работы ученого, которого звали Рис Дэвидс. Примерно творил 100 лет тому назад. И поэтому я буду опираться на Абхинишкрама сутру, на китайский перевод Абхинишкрама сутры, а также работы этого ученого Риса Дэвидса, чтобы заполнить лагуны. Взгляните на это семейное древо, родовое древо. Итак, взгляните, там есть указание. Первая колонка. Царь по имени Джаясена. У него было двое детей, Симхахана и Яшодара. Первым из детей Симхахану был Шудодана. У Шудодана было двое сыновей. Старшего звали Сидарта, а младшего Нанда. То есть старший это Будда и его младший брат Нанда. Нанда был сводным братом, то есть у них был одинаковый отец Шудодана, но разные матери. Следующий брат за Шудоданой, младшим братом был Шукладана, и у него было двое сыновей, Нандка и Бадрика, которые обои стали монахами. Следующего третьего сына звали Дранадана. У него было двое сыновей, Ананда и Девадатта. И в окружении Будды было два Девадатты. Был один Девадатта, который был учеником Будды, а также Девадатта, который был противником Будды. И в палийской традиции говорится, что Девадатта был дядей Будды. Однако в северной традиции говорится, что Девадатта был как сказать, был сыном Донаданы. То есть не совсем понятно, какой Девадатта был противником Будды, кто был его учеником. Итак, есть два Девадатты, и у него был один дядя по имени Девадатта. Затем еще был один сын Амритадана, у него было двое детей, Анирудда и Маханама. И последнего младшего сына звали Амрита, у него был сын по имени Тиши.
Похоже, что это довольно сложное семейное древо, так что давайте, наверное, не будем об этом говорить более. Сейчас давайте прервемся на перерыв. Перерыв 30 минут. Когда я показал вам его, то я сначала думал, что, возможно, это сложно, но, может быть, вам будет легче, если я объясню это таким образом. Итак, царь по имени Джаясена, то есть Сиддхартха здесь у нас, Дунджуп на тибетском, и Шудодана, это отец Сиддхартхи. То есть то, что чешется вводит, это отец Сиддхартхи Шудодана. И царь Симхахану — это отец Шудоданы. То есть это отец отца Будды. А Джаясена — это отец Симхахану. Симхахану был сыном Джаясены. У Джаясены было 2 детей. Сын Симхахану и дочь Яшодара. Яшодара — это тоже имя, что имя жены Будды, но это другая женщина, его тетя, двоюродная бабушка, двоюродная прабабушка. Итак, а здесь Сиддхартха, его младший сводный брат Нанда, и они дети Шудоданы, а еще у Шудоданы было 4 братьев. И у всех у них были дети. У всех братьев Шудоданы были свои дети. И Яшодара, которая была младшей сестрой царя Симхахану, Яшодара вышла замуж в город Девадаху. И она жила в Девадахе. У нее был 1 сын и 2 дочери. Ее сына звали Шакья Супрабуда, а ее и других звали Майя и Праджапати. То есть у нее было 3 детей. И у ее сына был сын по имени Девадата. То есть это другой Девадата. Это сын правителя Девадаха, Супрабуды. И его дочери звали Яшодара. И вот эта вторая Яшодара, она стала женой Будды. Вот так все это и произошло.
Если говорить о деталях, то это покажется сложным, все эти родственные связи. Но вот так вот вкратце описание того, кем они являются друг другу. Две дочери Супрабуды это Майя и Праджапати. И в другой сутре говорится, что они были дочерьми Яшодары, первой Яшодары, двоюродной прабабушки Будды. Также в других источниках говорится, что Майя и Праджапати были дочерьми министра под именем Шакьямана. Есть много разных версий, но сейчас нету нужды говорить о всех них. Самое главное это то, что отца Будды звали Шудадана, и это необходимо запомнить. И в то время он правил кланом Шакьев, в то время как родился Будда. Матерь Будды звали Майя, также ее зовут Махамайя, Великая Майя. И говорится, что 7 дней спустя, как родился Будда, то есть на 7-й день после его рождения, его мать Майя умерла. И когда она умерла, и также возникает вопрос, почему она умерла. Есть много различных объяснений, что стало причиной ее смерти. Причина объяснения в том, что если бы она не умерла, то когда Будда оставил царство, принял монашество, то если бы его мать была свидетелем всего этого, то это могло разбить ее сердце. И поэтому объяснение, что она умерла, и в результате она не была свидетелем всего этого. Такое странное объяснение, как по мне. Я думаю, что дело было в том, что когда Шудадана и Махамайя поженились, то оба они были очень молодыми. Простите, они были не молодые, а они были уже пожилые. То Шудадана и его жена Махамайя, они были пожилыми. И поэтому в то время, даже сейчас, деторождение в пожилом возрасте представляет опасность. И в то время это было особенно опасным. И поэтому похоже, что именно деторождение стало причиной смерти Махамайи, что и в результате 7 дней после его рождения Махамайя умерла. И Праджапати, ее сестра, была второй царевной, второй женой Шудаданы, и Праджапати стала исполнять роль его матери. Также у Сиддхартхи у Будды был сводный брат по имени Нанда. Кого? Нанда.
И когда мы описываем историю жизни Будды, то первое, о чем говорится в истории Будды, это то, что когда Будда вошел в чрево своей матери, то у Махамайи был сон о том, как белый слон, о белом слоне. Белый слон касается ее. И это было то, когда Будда вошел в ее чрево, и это первое деяние вхождения в чрево. И затем, перед тем, как он родился, Майя высказала желание вернуться в Девадаху, это ее город. И по дороге она проезжала через парк Лумбини. И когда она проезжала через этот парк Лумбини, перед тем, как она приехала к себе на родину в Девадаху, и в Лумбини и родился Будда. Говорится, что Будда родился из ее правого бока, вышел между ее ребрами. Это то, как это описывается. И это, возможно, связано с древнеиндийской традицией о том, что брахманы появились из головы Брахмы, и другие касты появились из других частей тела Брахмы. И это так описывалось это таким образом, чтобы подчеркнуть важность каст. Но я думаю, что он родился обычным способом, как рождаются дети. Если бы он родился между ее ребрами, это было бы довольно страшненько, не так ли? Это говорится, что Будда родился в Лумбине, и позже это место посетил император Ашока, и где он построил храм и воздвиг колонну, которая говорила о том, что это место рождения Будды. Это описывается китайским путешествующим монахом Ксиньцзянем, который посетил это место и оставил об этом воспоминания. И эта колонна была найдена во время археологических раскопок в Лумбине. И на колонне говорилось, что именно это место является местом рождения Будды. И это место сейчас называется Руманде. Это в Непале. Я хорошо не знаю это место. И после того, как родился Будда, его изначально не звали Буддой, так Буддой его назвали после того, как он достиг просветления. При рождении он получил имя Сиддхартха. И его так назвали, поскольку в то время, когда он родился, было очень много знаков. К примеру, царь, его отец нашел драгоценность, другие дети родились в клане Шаки. То есть все его цели и устремления были осуществлены, поэтому его назвали Сиддхартха. Сидда означает желание, цели, и арта — достижение, то есть достижение всех целей. И теперь же главный вопрос. Когда Будда родился, в каком году, в каком месяце, в каком дне, какого дня?
И ответ вы можете сами решить. Забудьте о месяце и дне. Невозможно даже определить, в каком году он родился. Об этом есть лишь противоречивые мнения. Нет даже двух мнений, которые бы совпадали. Поэтому невозможно установить, в какой месяц, в какой день и в какой год родился Будда. Однако вскоре я хочу посвятить целую лекцию описанию датам жизни Будды, когда он родился, когда он жил и когда он ушел в паринирвану. Говорится, что это произошло в VI веке до нашей эры примерно. Был индийский мастер по имени Гьянагупта, который посетил Китай, и именно он перевел эту сутру, которая называется Абхинишкрамана сутра, которую я уже упоминал. Этот мастер жил в VI веке нашей эры. И Гьянагупта в этом переводе Гьянагупты Абхинишкрамана сутра говорится, что до возраста 8 лет Сиддхартха жил как все дети. Он не учился, просто проводил свое время в играх. А затем, когда ему исполнилось 8 лет, он начал обучение. Он научился читать, писать. И также он обучился всем атлетическим умениям, военным умениям. Я забыла рассказать вам об этом. Это на слайде вы видите изображение, описывающее то, как после рождения Будды был приглашен астролог, который сделал предсказание о его жизни. Давайте сначала поговорим об его образовании. Так, когда Будде было 8, он начал свое обучение. Говорится, что за 4 года, до того, как ему исполнилось 12, он обрел мастерство во всех вот этих сферах знания, которым ему обучали. А когда он родился, согласно традиции, был приглашен мудрец, который исследовал все знаки на теле ребенка, чтобы предсказать, каково его будущее. И с этой целью были приглашены многие мудрецы, предсказатели во дворец. И что они сказали? Это то, что в будущем, возможно, он станет всемирным правителем. Что означает кто-то, кто сможет завоевать всю Индию, очень могущественный правитель. Либо же он, возможно, станет монахом. Тот, кто станет очень мудрым, станет великим существом, обладающим великой мудростью. То есть этот ребенок станет либо великим правителем, либо великим мудрецом. И когда царь Шудодана подумал, если он станет великим правителем, то именно то, чего я хочу. Если он станет странствующим монахом, то это довольно сомнительная альтернатива, поскольку у меня только один сын. Если он станет монахом, то кто же станет наследным правителем? С одной стороны, он верил в величие своего сына, а с другой стороны, волновался о его будущем, и поэтому решил, что о нем необходимо особенным образом заботиться.
И принц Сиддарта стал очень знающим, очень искусным в разных сферах искусства, науки и мастерства, военного мастерства. И тогда они созвали всю молодежь клана Шакьев для того, чтобы соревноваться в стрельбе из лука. И во время этого соревнования в небе пролетала птица. Это был либо лебедь, либо гусь, то есть какая-то большая птица, которая пролетала мимо. И Девадатта, которого мы также называем в истории Будды демоном Девадатты, он, конечно же, не был демоном в детстве. Он был просто ребенком, примерно того же возраста, что и Будда. И когда он увидел эту птицу, пролетающую в небе, он подумал: я хочу показать всем свое мастерство. И он выстрелил и попал в птицу. Птица упала на землю. И упала она прямо напротив принца Сиддхартхи. И когда Сиддхартха увидел эту упавшую птицу, он взял ее в руки. И он выдернул стрелу, которая в нее попала, и обработал рану медом. И когда Девадатта увидел все это, он сказал: именно я попал в эту птицу, хотя она упала возле тебя, она принадлежит мне, отдай ее мне. Это я, кто ее сбил, отдай ее. И Сиддхартха сказал: если она умрет, я отдам ее тебе, но если она выживет, я тебе ее не отдам. И Девадатта, на это Девадатта возразил: как бы там ни было, умрет она или нет, ты должен мне ее отдать, поскольку именно я попал в нее, и моя стрела попала в нее. Как ты можешь ее оставить себе? Ты обязан ее мне отдать. Но на это Сиддхартха ответил: в прошлом я дал обещание, что я буду защищать всех существ. Я пообещал это. Это птица, это существо, и поэтому в соответствии со своим обещанием, своим обетом, я буду защищать ее. И не отдал ее. То есть это был такой первый спор между Девадаттой и Сиддхартой. И там был такой довольно большой спор, и старейшины клана Шакьев собрались, чтобы разрешить этот спор. И говорится, что именно этот спор по поводу сбитой Девадаттой птицы стало первым таким событием в истории отношений Девадатты и Сиддхартхи. И с тех пор Девадатта Сиддхартхи постоянно лишь вредил. Еще одна история из детства Будды. Говорится, что поскольку Шаки преимущественно были земледельцами, то их правитель, царь Шудодана, отправился на такой сельскохозяйственный, фермерский, земледельческий фестиваль обхода всех земледельцев. И он взял с собой принца Сиддхартху. И во время этого обхода Сиддхартха увидел, как тяжело трудятся крестьяне на земле. И он также
И когда он увидел это, то в нем зародилось отречение. И вместо того, чтобы оставаться вместе со всеми и смотреть все представления по случаю этого земледельческого фестиваля, он ушел ото всех, сел под деревом и посвятил себя медитации. Говорится, что он просто с детства любил медитировать, и он сел под деревом, и во время этой медитации, когда он сел под деревом, он достиг реализации первой дхьяны. Благодаря всего, что он делал ранее в прошлых жизнях, достижения своего жизни и всего того, что он увидел перед этим, когда он видел все эти тщетные усилия людей, которые обрабатывают землю и так далее. И он сел медитировать и постиг первую дхьяну. И затем в истории жизни говорится о том, что Сиддхартха был распознан как наследный принц, и его женили с принцессой Шакьей по имени Яшодара. Видите картинку, изображающую его свадьбу с Яшодарой. И у них с Яшодарой родился сын, которого звали Рахула. И также описывается событие в его жизни, когда собрались все члены клана Шакьев. Сиддхартха показал все свои умения, и в особенности свои умения, боевые навыки. Говорится, что он изучал боевые искусства с раннего детства, достиг больших успехов в этом, и поэтому, когда собрались все члены клана, он удивил их всех своими умениями и способностями. И есть различные оценки касательно того, когда это произошло. Одни говорят, что это было до того, как он женился на Яшодаре, а другие говорят, что это было после того, как он на ней женился. И это различие между писаниями северной традиции и южной традиции. В северной традиции говорится, что перед тем, как Сиддхартха женился, они провели такие соревнования, чтобы определить, кто будет мужем Яшодары. И на них победил Сиддхартха. А в южных писаниях говорится, что это произошло после их свадьбы. А в то время умения, боевые навыки были очень важны, поскольку все со всеми постоянно воевали. Поэтому принц должен был быть очень искусным в боевых искусствах. Тогда не было пушек и других видов оружия. Воины боролись лицом к лицу, проявляя свое умение владеть оружием. Поэтому такое искусство было очень важным. Говорится, что в то время Шакьи превосходили все кланы в своих способностях в стрельбе из лука. И Шакьямуни Сиддхартха показал свои способности к стрельбе из лука. Итак, после того, как он женился, у них родился сын, и потом, спустя 10 лет, он решил оставить жизнь во дворце и посвятить себя практике дхармы.
причина, по которой он решил поступить так. Как говорится в восхвалении 12 деяний Будды, что он вышел из дворца, и он увидел все, что вызвало его отречение от самсары. Во-первых, он увидел старого человека, больного человека. Он также увидел труп мертвеца, а также монаха Шрамана. И в результате увиденного в нем зародилось очень сильное желание оставить мирскую жизнь, поскольку мирская жизнь бессмысленна. Я хочу наполнить свою жизнь смыслом, подумал он. И такое очень сильное чувство зародилось в его сердце, и он решил посвятить себя духовному поиску. И когда он решил это, то он был еще довольно молод. Его мать умерла, но его мачеха Праджняпати и его отец не хотели, чтобы он правил страной. Но он отказался от трона и ушел из дворца. То есть он ушел из Капилавасту. И есть одно описание, как он ушел, что он бежал ночью, в 2 часа ночи. У него был конь по имени Кантага, его любимый конь по имени Кантага. Именно на нем он ускакал из дворца. И говорится, что он ушел из дворца со своим помощником по имени Чана. И сколько же ему тогда было лет? Есть много различных мнений по этому поводу. Одни говорят, что ему было 29 лет. И еще есть 2 другие версии. Обычно именно возраст 29 лет — это то, что является наиболее общепризнанным версией того, когда Будда убежал из дворца, чтобы начать монашескую жизнь. У него не было выбора на самом деле, потому что если бы он попросил разрешения у отца, то он бы его не отпустил, он бы ему не разрешил сделать это. И это деяние бегства из дворца, оно считалось очень важным. Его считали очень важным все последующие поколения практикующих. Они считали, что очень важно именно бежать из дома. Мы должны отречься от мирской жизни, бежать из дома, так как это сделал Будда Шакьямуни. И следуя его примеру, очень много людей делали то же самое. Что касается самого Будды, он бежал из дворца, отрезал волосы, снял свои царские одежды и одел одеяние Шраманы, бродячего отшельника. И он стал самьясином, бродячим практикующим. И, то есть, он не посвятил себя жизни в лесу, как вы помните, это была одна из альтернатив. Жизнь в лесу. Он сразу же перешел к стадии жизни бродячего аскета. И на следующий день, когда Шудоданы обнаружил, что Сиддхартха убежал, он отправил посланников, чтобы они его вернули, но Шакьямуни не согласился вернуться. И куда же он пошел? Говорится, что пошел в Магаду.
Причина, по которой он пошел в Магаду, в том, что в то время в Магадхе было очень много великих духовных практикующих. И говорится, что он пошел туда в одиночестве, отправился туда в одиночестве. И когда он прибыл в Раджагриху, Раджгир, столицу Магады, и когда он там просил милостыню, правитель Магады Бимбисара, царь Бимбисара, узнал его. И он попросил его отречься от его выбора. Он сказал ему, дал ему совет: тебе не нужно думать о том, чтобы стать монахом. Тебе нужно вернуться к отцу и стать царем, наследным принцем, стать царем. Дал ему такой совет. Однако Сиддхартха его совет не принял, не последовал его совету. Мне кажется, что именно Бимбисара дал ему такой совет. Если я ошибаюсь, то завтра я скажу вам, я проверю и скажу вам. Итак, Бимбисара дал такой совет Будде, но Будда не последовал его совету. Говорится, что в то время в Магаде в то время был очень известный практикующий учитель, которого звали Арада Калама. И Арада не был обычным практикующим. Он практиковал самадхи, и он достиг очень высокого уровня самадхи. Мы говорим о 4 дьянах и о состоянии без форм. И говорится, что он достиг третьего уровня без форм. То, что называется самадхи ничего. Самадхи ничего. Самадхи, в котором нет ничего. И для Сиддхартхи говорится, что для Сиддхартхи было очень легко обрести плод самадхи. И когда он обрел плод этого самадхи, в котором нет ничего, он не был удовлетворен. Он продолжил поиски, отправился к другому учителю. И учитель, к которому пошел, звали Удака Рамапутра или Удрака Рамапутра. И Удрака достиг еще более высокий уровень самадхи. То есть сначала Сиддхартха достиг уровня, который назывался «в котором нет ничего», но Удрака достиг уровня, который назывался «несуществование» и «не-несуществование». Это самый высокий уровень самадхи, уровень без форм. И состояние ума в этом самадхи было очень умиротворенным, еще более умиротворенным, чем ранее. Он чувствовал, что его ум слился с истинной природой вещей, как смешивается вода с водой. Ему казалось именно так. Однако, проблема была в том, что когда он пребывал в состоянии самадхи, его ум был очень умиротворенным, но когда он вышел из состояния самадхи, его ум был такой же, как и ранее. Было очень много концептуальных мыслей в уме, так же, как и ранее. И он думал, что достиг реализации познания. Однако он понял, что это лишь плод состояния самадхи. Само по себе оно тренирует ум, но оно не ведет к познанию истинной природы вещей. И познание вещей можно достичь с помощью мудрости. Лишь путем самадхи нельзя постичь истинную природу вещей.
То есть он понял в результате этой практики, что даже достижение высшего самадхи не дает ему познания истинной природы вещей. Тогда он ушел от этого учителя, и куда же он отправился? То есть он не был удовлетворен учениями двух величайших учителей того времени. То есть куда же ему было еще идти? Больше других учителей, более великих, чем те, с которыми он учился, не было. И поэтому он отправился в лес. И он решил, что он должен пребывать в лесу в одиночестве, практиковать медитацию, пока он не обретет истинное постижение в природе вещей. Лес, куда он отправился, это лес на берегах реки Найранджана. Этот лес называется Урувела. То есть это место, где течет река Найранджана. И на берегах реки раньше рос этот лес, назывался Урувела, Урувела Сенани на санскрите. Именно там поселился Будда и посвятил себя практике аскезы. Мы сейчас считаем, что аскеза не является буддийской практикой, поэтому мы не определяем большого внимания аскезе. Однако, чтобы вы понимали, о чем идет речь, например, есть аскетическая практика, которая ведет к тому, чтобы остановить дыхание для того, чтобы достичь неподвижности ума. Обычно мы дышим носом и ртом. То есть мы дышим либо носом, либо ртом. Однако Будда остановил дыхание через нос и рот. И таким образом он обрел неподвижность ума. Об этом мы говорим, когда мы пытаемся достичь неподвижности с помощью практики мантры. Говорится, что необходимо достичь неподвижности ума. Говорится, что когда Будда остановил любое движение воздуха через рот и нос, воздух продолжал двигаться, выходить через его уши. То есть он не дышал носом и ртом, но он дышал ушами. Но в конце концов он даже смог остановить дыхание через уши. И когда он таким образом остановил любой вид дыхания, обычный человек, когда он не дышит, он умирает. Но Будда не умер. Он таким образом пытался достичь неподвижности ума, развить высшую степень осознавания. И то есть это то, что причиняло очень большую боль телу, однако в этом состоянии обострялось осознавание. И цель была в том, чтобы эти боли, которые причинялись телу, не нарушало равновесие ума. И говорится, что он, по сути, несколько раз доводил себя до смерти, практически до состояния смерти. И также он практиковал аскезу, вкушение пищи, что означает вообще ничего не есть. И как же достигалось это состояние аскезы? То есть постепенно количество вкушаемой пищи уменьшалось, и в результате вообще ничего не употреблялось в пищу, то есть он вообще ничего не ел. И он ничего не ел так долго, что его тело изменилось. Он стал очень худым, истощенным, и кожа висела на костях, и у него начали выпадать волосы. И все это причиняло ему очень сильное физическое страдание. И есть история
девушке, которая поднесла ему йогурт, либо сладкий рис. То есть различается описание того, что она ему дала. Однако она думала, говорится, что она думала, что он древесный бог. Она не поняла, что это человек. Он полностью слился с деревом, таким истощенным он был. Поэтому девушка думала, что он древесный бог, что свидетельствует о том, что он достиг крайней степени истощения своего тела. И тогда когда он практиковал всю эту аскезу, что было очень сложным, у него возникало много мыслей. Он думал, что, возможно, лучше вернуться домой, вернуться к царской жизни. То есть, возможно, что у него возникали подобные мысли. И также, возможно, у него возникали сомнения, а возможно ли путем таких крайней аскезы достичь освобождения. И также в лесу он видел много разных животных, птиц, животных. И также посреди ночи там было много диких животных, которые издавали разные звуки. И это страшно, не так ли, когда один сидишь в лесу ночью и слышишь все эти звуки. Тогда различные мысли возникают в уме. И говорится, что Будда распознал все эти мысли как Мару. Мара обычно изображается как такой страшный демон с когтями, клыками. На самом деле, то, что мы называем демоном, это его собственные мысли. Это те мысли, которые возникали в его уме, когда он претерпевал все эти страдания, связанные с аскезой. Его тело страдало, а в уме возникали различные страхи. И он описывал их, что все это было похоже на Мару, либо на демона. Как бы там ни было, все эти проявления, все эти страхи, они мучили его. Говорится, что это мучили его не день, не два, а многие годы. Но, как сам Будда говорил об этом, у Мары не было ни единого шанса. Он продолжал практику. И Мара не смог ничего сделать, как говорится. И Сиддхартха был одним. Он пребывал в одиночестве, и он претерпевал все эти трудности, страдания в одиночестве. И все это время ему нужно было не только терпеть страдания, но поддерживать однонаправленную концентрацию. Поскольку вся эта аскеза, она имела цель. Сама аскеза не была самоцелью. Причина, по которой он терпел все эти страдания, это для того, чтобы достичь однонаправленного сознавания. И он пытался достичь этого различными способами. Он приложил к этому все силы, однако он не смог достичь состояния, которое выходит за пределы зависло видеотрансляции. Сейчас я попробую найти какой-нибудь другой канал. Минутку.
И давайте остановимся на этом и прочтем завершающие молитвы.